Добрый день, уважаемые радиослушатели. Программа «Разворот», ее ведущий по понедельникам я, Константин Казаков, наш звукорежиссер Евгений Копей. Ну что, можно, наверное, поздравить уже, хоть и так осторожно, но с приходом весны. Вот глядя на то, что на улице происходит, хочется уже надеть какой-нибудь плащ посветлее и полегче, и уже по лужам пробежаться буквально. Благо, что луж у нас в городе, да и в его окрестностях хватает. Ладно, лирическое отступление, которое я очень люблю. Поздравляю вас с началом новой рабочей недели делать. Теперь представляю гостя и заявляем тему. У нас Гундерс Берзинш, который был и министром, и депутатом, и лидером партии. Сейчас может свободно высказывать свои мнения о происходящих в стране событиях. С большим удовольствием мы эти мнения слушаем. Добрый день. Здравствуйте. Просто свободный человек в свободном государстве. Однако свободного человека, который живет в свободном государстве, нынче сватают в политические партии. Причем я быстренько прогуглил все то, что связано было с вашей фамилией, господин Берзинш, и выяснилось, что не только к возможной партии, которую якобы должна возглавить Ингуна Судраба, нынешний госконтролер, вас сватают, но и к Эйнуру Репши, который тоже сейчас заявляет о своих новых амбициях. Вы с кого хотите начать обсуждать вашу будущую политическую карьеру? Я думаю, что я в политике был, конечно, я имею мнение о политических процессах, и я уже, люблю тоже оценивать, прогнозировать ситуацию. Вот это мне очень нравится. Чтобы ты понять процессы, ты должен суметь хоть немножко предугадать. И я иногда стараюсь как будто прогнозировать. Это я не там звезд, я просто анализирую, и как процессы пройдут. Довольно часто это очень прямо совпадает, и потому мое мнение иногда хотят услышать довольно часто, потому что там всегда есть какая-то позиция. Сама политика все же это требует каких-то сил. Для меня, я в политике как костре сгорал лично сам, потому что это требовало, понимаешь, если ты хочешь убедить других, ты сам должен быть убежден, ты должен все остальное поставить на второе место, и я все же очень долго, я как костре сгорал, и мне там еще поленья немножко остались, я убег и хочу это уже для других целей. Я это уже свои оставшиеся поленья в политику не буду сжигать. Это я не могу. То есть не пойдете ни к Судрабе, ни в коем случае. Но то, что если по старым связям позовут? Если позовут мое мнение сказать, что надо делать, какие проблемы, что я довольно многим это могу сказать. И, конечно, но сам я в политику не пойду, это ни в коем случае. Просто если кто-то мое мнение будет услышать, как может развиваться события, что надо делать. Потому что этих сватов политики в Латвии, не дай Боже. А самое главное, чего нет сильных публичных политиков, нет сильных личностей публичной политики. И понимаешь, в этой кухне, варя эту кашу, этих варителей сейчас настолько много завелось, все хотят варить кашу, но некому ее преподносить людям. И то, что самое главное, и очень жалко, и в своем время я как был политик, и сейчас политические силы очень мало делают для образования и воспитания новых политиков. Политика без того, что там очень важна репутация, это все же профессии. В таком уровне, который занимается, конечно, есть убеждение человека, но все же это процесс профессиональный. А сейчас у нас сразу с детского сада в высшую школу кто-то выплывает, кто-то, как этих щенят бросили, кто-то выплыл, слава богу, 1 из 100 выплыл, но и то, что мне кажется, надо было людей, которые согласны идти в политику, готовить как профессиональных политиков, а то получается то, что, не только в Латвии, я, например, смотрел фильм о Блэере, да, в Великобритании, премьере, очень сильно интересная личность, но как политик он в самом начале был очень слабый, но он был энергичный, и он без доверия. В конце у него доверия не было, но как политик он был экстра-класс. И он уже не нужен. И я в политику не пойду, ни в коем случае, но об этом
говорить или помочь кому-то. Я словом всегда... добрым помогу. Да, понятно. Да, потому что я тоже хочу жить в хорошей стране, чтобы все было в порядке. Тогда, цепляясь за ваши слова об отсутствии новых личностей в политике, госпожа Судроба личность не новая, но не в политике. Она может быть таким лидером? Может вокруг себя собрать полноценную команду, которая будет решать высокие государственные задачи? Я думаю, конечно, потому что она имеет очень большой опыт, имеет хорошую репутацию. Но, конечно, очень трудно собрать... Политика все же это командный вид спорта, даже при сильном лидере, да. Вот как хоккей наш красиво, там 3-4 игрока хорошо играли, но все равно проиграть. Но все же надо по всем линиям, тебе тылы должны быть сильные, должны быть вратарь. Вот заброшиваясь, вратарь должен брать все. Так, не наступайте на мозоль уже, хватит. Не, я просто, понимаете, процессы, которые сложные, надо сравнять с вещами, которые так, легче понять, да. И политике все же надо... Не одно, а один лидер, это очень важно. И без этого партии не может быть. Но еще очень много люди, причем одномышленники, чтобы не надо... очень много... Народная партия вначале очень сильно, резко могла занять место. Почему? Потому что, в принципе, она была довольно однородной. Ей не надо было тратить силы на обычные вопросы, какая позиция партии. А понимаете, в политической жизни тебе общество... Есть какое-то событие, ты должен сформулировать мнение или решение вопроса. И общество или конкуренты не ждут, пока ты там будешь монгольский народный хурал собирать и там обсуждать 3 месяца. Ты должен поднести свое политическое предложение. И для этого очень важно, чтобы структура была однородна и чтобы она быстро смогла принимать решения. Ошибочные мнения или решения даже не столько опасно, что отсутствие решений. Это, губительно, смертельно. Так что это не так легко, но Судроба сильная личность, если она будет работать в политике, государство от этого выиграет. Как ей самой будет? Она должна делать новую партию? Или она должна присоединяться? Чисто со стороны глядя. Как вам кажется, что будет правильнее? Сделать абсолютно новую партию? Может быть, наступить на те грабли, которые... всегда попадаются, когда наступает момент создания новой партии. Я думаю, что в Латвии сейчас это политический процесс ограничен и затруднен. Почему? Потому что в политической жизни, в принципе, в выборах и в политических процессах могут участвовать только регистрированные партии. Процесс регистрации дорогой, долгий и затруднительный. Финансы довольно... И главное, эта сама система создана, борется как будто против влияния денег. Но в принципе она создана, что без денег ты ничего не можешь. И это как в мышеловку тебе гонят. Политика должна быть чистая, но без денег там уже не обойтись, потому что все очень дорого. Там нет... И главное, это как мышеловка для людей. Вот Кнап сидит, говорит, чук-чук, политику. Как политику, так мышеловку захлопнули. Там не то посмотрел, там не то обещал, там не то деньги взял. Я думаю, что этот процесс мы теряем, потому что, в принципе, если в политическом процессе могли принимать участие, например, негосударственные, любая структура, ты создаешь, если ты можешь конкурировать, приходи, потом тебе контролируем финансы, я думаю, что мы очень много теряем. При этом, это как, не рабство, это дзимбушан, это крестьянское право. Вот в Латвии я считаю, что политика это, не рабство, но крепостное право. Оно очень разбито по княжествам, все ограничено. Посмотрите, сейчас партии в Сайме получают от бюджета. Попробуй ты конкурировать. Вот имея хороший даже лидер, хороший тень, попробуй выйти на эту политическую сцену. Вот то, что, например, Репше удалось,
какое там будущее, это другое дело. Но то, что удалось Репше? Да, ладно, о Судрубе не хотите подробно говорить? Давайте о Репше поговорим подробно. Но Репше, то, что удалось, очевидно, он, как сказал, так сразу поднялся на политическую сцену, которая забита. Попробуй. Подождите, Потому что вот вы говорите, я говорю, посмотрите, интернет полный, всем интересно, что будет делать Репше. Ну, в принципе, он вышел, эти прожекторы на него сфокусировались. Вопрос, что он предложит, да? Понимаете, это смотря как рассуждать, да? На мой взгляд, на сегодня Репше несколько раз себя нивелировал как политик, как министр. Он сделал ряд неоднозначных шагов в политике, спрыгнул из Вены. Я бы не сказал, что это очень красиво было. И сегодня заявляет о новой партии. Можно же и так это рассмотреть, Не, да? Конечно, я думаю, что пока этот проект довольно, плохие шансы имеет. Во-первых, почему? Потому что, если, имея в виду личность Репше, вопрос, кто с тобой пойдет, потому что личность Репше, знаешь, есть такое предложение, Бертис, Белоконь, Донститов, поднимаясь по лестнице власти, подавай руки, потому что, когда ты будешь спускаться, были руки, которые тебе подали напротив. Он политики довольно резко, он имеет много не друзей, врагов, может быть, но он не имеет, собедрот, это как... Единомышленников. И у него практически нет возможностей, потому что то, что, например, тылы там финансовые, перекрыты мощной артиллерией, там вопросов нет. Там любую сильнейшую партию, этот блок самый сильный в этой структуре. Но то, что я уже сначала говорю, публичных политиков. Идеология, политика, да? Политику и людей, которые смогут эту политику нести, их же нету. Самый главный дефицит на нынешнем политическом рынке, да? А кто там будет? Нет, есть какие-то сильности. Я думаю, что, например, Ронис, как один из которых ни к одному не присоединен, я думаю, что интересный политик, который может, да, но больше, в принципе, нету, и Репше не может их присоединить, так что я думаю, что это какое-то начало, но то, что он привлек внимание, это не так легко. Попробуйте. Это такой маленький... С другой стороны, Репше – это человек, который создан для того, чтобы внимание к себе привлекать, да? Да, значит, есть такое, не скажем, не грубое, но есть какое различие гения от сумасшедшего. Гений – это удачливый сумасшедший, сумасшедший неудачный гений. Но Репше, предыдущая все же политической жизни, в основном сопровождала удача. Мы делаем перерыв, продолжим разговор с Гундерсом Берзиншем через несколько минут, сразу после новостей и рекламы. На Болткоме разворот. Мы продолжаем разворот. У нас в гостях Гундерс Берзинш. Говорим мы о политике и о будущем страны, о том, кто страной будет управлять, не только страной, но и городами, потому что у нас, судя по всему, то есть не исключено, но все-таки раньше состоятся муниципальные выборы, нежели парламентские. И вот мы говорили о двух политических силах, которые в той или иной мере заявляют о себе через лидеров. Это Репше, которого представлять особо не нужно, равно как и Ингуну Судрубу, который тоже имеет большие преференции, потенциальные возможности и очень хороший имидж, равно как и Репше в своей аудитории. Есть еще несколько политиков, которые говорили, что они бывшие, такие как, например, Айнер Шлессерс, слухи о создании партии, которого упорно идут, и эта партия якобы должна быть партией предпринимателей, но говорить о потенциале, наверное, пока сложно очень. Он не так давно ушел. Да, я думаю, что сложно, но вопрос, понимаете, это как, все же, что же в политическом рынке может быть интересно? Что-то создается, чтобы что-то, взять, да. Интересно, мне кажется, две вещи, которые... Первое, в принципе, через годы, там, 3 месяца будет выборы в Риге, а сейчас свободная золотая акция в Риге. Как это я понимаю? В принципе, Ушаков имеет хорошие надежды выиграть, но из-за поляризации по вопросу языка его восприятие хорошее в обществе латышском немножко сократилось. По моему мнению, на нынешний момент он имеет возможность собрать в Риге 40 плюс-минус там 3-4%, но это не большинство.
И бывало уже, и может быть, что при таком результате, ну, как говорится, сундук тебе набит, ты хочешь жениться, но никто тебя не берет, и так и можно старых девок остаться, так как и в Сайме. Сидит Саскань с большим сундуком, 30 голосов там, ну, не идут женихи. Затлерс пошел и испугался, убежал. Так и в Риге может пройти. И, в принципе, то, что идет борьба, в принципе, здесь может быть, ну, золотая акция, где 5, 7, 8, 10 голосов может быть решающие, которые, если присоединяются к одному или другому. То есть это, на эту нишу претендует, я думаю, что партия Америкса, которая создается, к сожалению, я думаю, что пока с малыми надеждами преодолеть 5%, потому что очень сильное противостояние будет, и маленькие просто сомнут их там, не увидят на сцене, они не видят. И я думаю, что создание Репши тоже это. Второе, которое, по моему мнению, появится, ну, спрос на ситуации. Посмотрите латвийскую политическую сцену, начиная с 93 года, возобновление Сатверсме. В Латвии было всего до нынешнего времени 3 сильных правящих партий. Которая первая, Латвия Цельш, время правления 5,5 года, да, потому что первые выборы были 2,5 года, следует там был цикл 3, 5,5 года. Тогда там Чеверс, но он не занял эту нишу, там осталось свободно. Потом была Народная партия, которая, ну, около 10 лет сильно занимала центр и могла тянуть. И сейчас Jaunais laiks и трансформация и Vienotība. Всего 3 партии. Конец правящей партии начинается раньше, чем все его видят. И я считаю, что многие признаки Vienotības показывает на начало конца правящей партии Vienotības. Ну, что это за признаки? Во-первых, нет предложений новой политики. После выборов, если партия, ну, продолжает то, что мы начали, и это все предложения, этого мало. Каждый раз начинается, нужно новое. Второе. Лидеры не вечны. Никто на этом свете не вечен. Вопрос, кто за ним. Как даже Репши? Не Репши, не Домбровскис, никто. Вопрос, кто следующий. И вот в кадровой политике приток новой, ну, как будто крови, которая может быть, да, тоже Vienotības сейчас и не приходят люди, и они сами не хотят. Это признак самодовольства, изоляции, и это начало конца. И я считаю, что сразу после выборов самоуправления будет довольно очевидно, что время третьей правящей партии новой истории Латвии приходит к концу, и эта ниша освобождается. Кто ее может занять, это не так просто. И я думаю, что вот эти отростки, как создание для новых заростков партии, это естественно, потому что есть 2 очень важные вещи. Будет свободна ниша правящей партии, вероятнее всего, через 1,5-2 года или больше. Ну, это не будет сразу. И золотая акция в Риге. В-третьих, партию всегда как будто считается, что вот есть заросток, вот с этого и создается массовая партия. А посмотрите последний опыт, ну, удачный опыт Vienotības. Я этот процесс называю ковчег Ноя, да, по-русски, ну, латекс Ноа. В чем дело? Есть один, который собирает, и как Ноа говорил, с каждой пары по твари. Твари по паре, по паре, да. И, в принципе, то, что есть какие-то, вот, например, и Vienotības, как было структуры эти общественные, и там смотришь, что для потомства, размножения годен, того берешь. Ну, кто сильный, да, кто имеет, потенциал. И создаешь конкурентную структуру. Ты партии, которые долгое время работают, они обрастают, сорняком. Там много уже, неплохой, как будто материал, но он не годен, там он уже непродуктивный, он уже и обрастает, и очень ты много сил ты должен тратить, чтобы очистить от сорней. А здесь ты берешь все только, которые живучие, да, и так что там
создание партии не надо рассматривать только так, вот Репшин начал, Репшин создается. А почему не будет, что Репшин будет одна из тварей, которые призовет к себе? Да, у нас вот слушатели уже имеют много вопросов к вам. Пожалуйста, вы задавайте их пока с помощью смс-ок, которые надо отправлять на номер 144, начинается цифра 9399, дальше делать пробел и писать текст. 10 сантимов стоит смс-ка. Через несколько минут подключим и телефон, и вы сможете позвонить и задать вопросы Гундурсу Берзинчу. Еще несколько минут все-таки займем тем, что поговорим о вот в том процессе разложения Венны-Тыбы, о котором вы упомянули. Значит, очевиден потенциал для новой большой политической силы с претензией на правящую. Также очевиден дефицит лидеров в стране в целом. Притом, откуда их брать, тоже неизвестно. Высших учебных заведений, выпускающих будущих политиков, будущих политических лидеров нет. Валдес Затлерс и вся его партия реформ как идея себя не оправдала. Народ уезжает достаточно активно за границу работать и остается там. Собственно, откуда брать некие возможности, некие ресурсы для создания новых политиков? Политика – это все же профессия очень сложная, потому что, мне кажется, она совмещает две таких в реальной жизни очень редко совместимые вещи. Она все же политик должен обладать, конечно, репутацией, без этого вообще это бизнес-репутация. Если репутация большая, ты можешь быть гением. В ситуации кризиса тебя призовут, может, но, в принципе, нормальная жизнь, репутация плохая, остальное не спасает. Но ты должен быть рациональным, суметь предложить какую-то программу и суметь ее реализовать, но все же ты должен иметь какое-то рациональное мышление, что-то немножко в облаках летать. То есть в облаках летать и по земле ходить. И это должно быть совмещаться в какой-то пропорции. Если ты только очень рациональный, да, ты не интересен к политике. Если ты только по крышам ходишь и летаешь, ты тоже уже несерьезным становишься. Но в принципе это совмещение этих двух вещей. Потому так много критикуется Репшин, но все же он, в принципе, политики был удачный. Он там очень много всяких имел. По небу, по Марсу ходил, повсюду ходил. Но все же имел тоже рациональные компетенции в финансах и дальше. То есть очень мало людей способны, в мире очень мало сильных политических лидеров, да, которые остались в истории. Да. Подождите. В мире это одно дело. В мире, как правило, есть две политические партии в странах. Это от системы, но это Германия, там, например, это Америка. Да. Англия третий уже набирает можем силу. Взять Россию, ближнюю к нам, Эстонию можем взять, да, можем взять Швецию. То есть всегда противостояние идет двух политических сил, которые вмещают в себе противостояние двух фундаментальных ценностей. Есть, конечно, не такие уже, есть многопартийные, сильные, та же Бельгия, которая сейчас, конечно, там сейчас два направления. Бельгия и Швейцария. Есть многопартийные, в Латвии до сих пор ни одна партия не выигрывала абсолютное большинство. 36 Латвии, что есть Латвия, в принципе, функционирует многопартийная реальная система, конечно, с какой-то партией власти, которая как хребет вокруг, потому что вокруг хребта ты можешь создавать, но, в принципе, партии, которые в Литве выигрывали несколько раз абсолютным большинством, в Латвии никогда, в новом 36 было. Там сейчас Сасканис 30, сколько третью голосов сидят в оппозиции и ждут, пока кто-то... То есть вы не видите развития для создания двухпартийной системы? Я в своем начале политической, конечно, прогнозировал, что какая-то консолидация происходит. Число партий сократилось, как немножко составляющих, но самое главное, что число партий еще не сократилось. Если, например, в правительстве Щелы было там Латвийс Ceļš, там Народная партия, это в начале
когда Shell еще не было, то, в принципе, составляющих было, например, 4, а партий было всего 5. Просмотрите предыдущие правительства. Vienotība 3 составляющих части, Zemnieki 3 составляющие, крестьяне, Liepājas партия, Ventspils партия, еще зеленые 4. То есть партии в Латвии 2, то есть 9 партий, в принципе, да. Это такое видимое, это обман визуальный, но потому что 9 партий, 3 как будто составляющих. Было 4 составляющих, 5 партий. Вопрос, как лучше. Я думаю, что в Латвии многопартийная система состоится. Вопрос, лидер, который может общество вести, и самое главное, мы говорим тоже о людях, но идей нет. В принципе, то, что сейчас в основном политических предложений. Есть вопрос борьба в Национальном фронте, есть продолжение кризиса, выход из кризиса, а что делать? С демографией... битва с олигархами. Битва с олигархами тоже. Успеха не принесшая. Что делать с этими вопросами, как демографии, как выезд людей? Нет ни одного предложения. Так что, если есть человек, который в этих нишах, даже один, который может предложить то, что людям поверят и пойдет, это уже довольно много. Так, уважаемые слушатели, есть вопросы, значит, звоните. Телефоны 672-12-93-9, 672-13-93-9. Может звонить и задавать вопросы Гуннарсу Берзиншу, который имеет большой опыт и большие знания в политике. Об этих знаниях и об этом опыте мы сегодня и говорим. СМС-ка в поддержку Судрубы, СМС-ка в поддержку господина Репши, СМС-ка с выражением неодобрения деятельности Солоты Аболтыни. Пришла в то время, пока мы с вами обсуждали различные личности в истории Латвии. Что скажете об Аболтыне? Еще о ней не говорили сегодня. Это, как говорится, угасающая звезда. Сильная, но угасающая, потому что все же она очень много вовлекается в неоднозначные ситуации. Сейчас тоже эти высказывания про этих мародеров, это большая неудача. Это, в принципе, сходящая звезда с латвийской политической сцены. Мы говорили о национальных вопросах, и, конечно же, противостояние по этому поводу дает большие возможности для тех политических сил, которые будут исповедовать ту или иную сугубо национальную идею. Как вам кажется, успеет забыться до муниципальных выборов все истории, связанные с референдумом 16 марта, далее будут другие праздники, другие события, другие узурпации тех или иных дат? Я думаю, что это не забудется никогда, потому что, понимаете, не то, что это референдум, но, в принципе, люди имеют какие-то очень важные для себя вещи. И, например, национальная идентичность, это очень важно, но это не забудется. Мы можем говорить по-русски, мы можем по-латышски с вами, но вы никогда не забудете, что... А как же принцип, согласно которому приличные люди национальные вопросы не обсуждают? Национальные, религиозные и имущественные. Это, но в принципе, я говорю, что это... Мы не приличные люди все с вами. Это не забудется, да. Но вопрос, где мы находим... То, что в нынешней ситуации, я считаю, самым большим потерей. То, что кто-то мыслит так, и он не изменил свое мнение ни перед референдумом, ни референдум, это, наверное, 80-90%. То, что было люди, которые соприкасались, которые, понимаешь, интеграция или содействие, это понимание друг друга. Есть люди, которые никогда друг друга не поймут, самые крайние такие позиции, но те, которые соприкасались, мне кажется, этот референдум их они все же были вынуждены. Это я, например, смотрю это особенно с журналистами русскоязычными, которые, в принципе, это интеллигенция. Спасибо вам на добром слове, да. Но и здесь, конечно, это национальный вопрос идентичности, все же очевидно, что он очень важный. Что, конечно, Латвия государство, но, в принципе, если вы нас не берете в виду ни в одном вопросе, все же, простите, это тогда...
Я думаю, что это не забудется, но это не какая-то трагедия, потому что вопрос, если ты имеешь разные мнения, это еще не проблема. Вопрос, как жить вместе и как найти те вопросы, которые для нас, общие, где мы находим общий язык. А вопрос по национальным, я думаю, что это останется. Но и не только, потому что здесь, я думаю, что вопрос о участии в управлении, выслушивании мнений по другим вопросам, я думаю, что это не забудется. Это не... Мы все же в севере находимся, и у нас эта ментальность такая... взрывная, она не приводит к каким-то большим стычкам, да, но это постепенно, это долгий процесс. Я думаю, что ситуация, если кто-то говорит, что там с 93-го года, я думаю, что были времена, когда улучшалось, когда был этот, сейчас это вопрос, и я думаю, что это вопрос как раз для политиков, которые не имеют предложений по другим актуальным вопросам. Я считаю, что это очень выгодно. Потому что, понимаете, все воюют за язык, латышский электорат мобилизован, говорят, вот эти тоже борются, а там что фонды там обрезали, что в следующий цикл там 1,5-2 миллиардика нам срежут, это же, а он за латышский язык же борется, как же вы будешь критиковать? Я думаю, этим прикрывается. И я говорил о том времени, что может быть очевидно, что необходимость новой правящей партии, и одна из существенных вещей будет то, что правящая партия виновата, ибо сейчас не может и не имеет возможности, если ты по центру, ты должен суметь говорить с всеми. Если ты правящая партия, ты должен уметь говорить тоже с другим мнением. Они это не могут. Сказать, что они делают сами, в принципе, спрос общества, к сожалению, на нынешний момент такой, потому что все же партии, которые, Саска не имеет свой электорат, Вису Латвия Венот имеет весьма приличные рейтинги. То есть, в принципе, его электорат, выборщик, это то, что мы хотим. Но, понимаешь, когда пройдет время, из-за этой ширмы национального противостояния окажется, что очень много мы не сделали, что кухня грязная, что надо лучше уезжать, не там это все чистить, тогда будет все же спрос, как жить, как решать все же те проблемы, которые важны. И я думаю, что спроса... Тут-то появится тот, о котором я не спрашивал, ждал вопроса от слушателя. Да, потому что это вопрос спроса. В нынешний момент, если говорят там, любой лидер создавать партии, нет в нынешний момент большого спроса на такую силу. В принципе, она... Тогда, когда появится и носитель идей. Берзинш, я специально не спрашивал, не задавал по поводу господина Штела вопрос. Уверен был, что слушатели припомнят и вам, и ему, и мне, и всем нам, что господин Штел ушел, как всегда, вернуться не обещал, но наверняка соберется это сделать, когда появится спрос, нет? Я думаю, что нет, не ушел. Понимаете, мы тоже все... Понимаете, посмотрите на улицу. Все светло, очень много цветов. Мы все в двух цветах. Белый, черный. Шелы, в принципе, если посмотреть выход из этого кризиса, мы 5 миллиардов там занялись, 95-96 год. То, что Штеле делал для государства в тот период, когда вообще не было никто денег, да, Банка Балтии, кризис, да, 98 год, бурное развитие начинается тоже. Я думаю, что он очень много для государства сделал, но думаю, что ему нет возможности возвратиться, и он это не сможет. Он уже пробовал, но должен быть спрос. Я, например, считаю, что предыдущий момент возвращения Штеле неправильно выбрал момент. Был или раньше, или поздно, потому что в Народной партии не было лидера. Если возвращался, надо было возвращаться и бороться за Ригу. Потому что тогда, когда он возвратился, интерес к нему был огромный. В любом сельском магазине говорили, что Штеле придет, а он как приходил, все что-то сделал. А он пришел, а ничего нет. Не в то время. Он мог, а с третьей возможности уже не будет. Все. Еще вопрос о Линдермане и о Вайре Вите Фрейберге.
Линдерман это проблема, это как это скабар, как это, ну это и дерево, это такая, ну, заноза Саскани, потому что, в принципе, Саскани имеет свой электорат, и, конечно, им очень важно сохранять, им так трудно удалось устранить ПЦТВЛ, что там Линдерман, это, в принципе, вопрос Саскани, потому что он ни один голос не может взять ни с другой партии. Это, в принципе, их внутренняя проблема. С первого взгляда как будто невыгодно Саскани, что у них отбирается электорат. По моему мнению, даже не так плохо. Если радикальный электорат отделен, то, мне кажется, проникновение Саскани в правительство даже возможности больше, потому что они уже не представляют самый радикальный фланг, да. Так что там эта проблема просто Саскани, этого электората, какое будет предложение, потому что сейчас тоже будут два пути. Линдерман, он заинтересован в политическом предложении идти на, ну, например, нулевой вариант гражданства или что-то радикальное, да. Саскани должна нахождать какие-то вопросы, где бросать мост на латышский электорат. Например, борьба за честные пенсии, да. И это вот такой путь. Если, например, Vienotība сейчас изменит свою позицию, если там было 2016 года, и даст возможность Саскани пойти на референдум по пенсиям, ну, Саскани сразу есть возможность расширяться в этом, потому что без этого вопроса они правое дело не только для русских, но и для латышей будут поднимать, да. Я думаю, там, Линдерман это проблема Саскани, как это их, других проблем нет. Ну, а Вайровича Фрейберга? Это очень сильная личность, потому что, как говорится, политик очень сильная личность, конечно, уже имеет довольно солидный возраст, и я думаю, что... Ну, сказать-то может. Я бы с ними пошла, вот я бы готова быть духовной мамой этого коллектива. Она уже была где-то в Vienotība и все. Не, понимаете, видите, как была критическая ситуация перед референдумом по позициям, она имеет очень огромный авторитет, и ее позиция очень часто интересовала и медиа, и людей, то есть спрос, да. Она, как бывший президент, как хороший президент, уже не будет спускаться, ну, понимаете, если всем нравится там грязевые эти борьбы, но ты же не должен участвовать. Она будет наверху и смотреть, кто там по этим лужам, и сказать, что, ну, этот может лучше, надо и судить. Она имеет большой авторитет, она не будет этим уже рисковать, но авторитет у нее очень большой, как личность она сильная. У нас сегодня был Гундерс Берзинш, свободный человек в свободном государстве. Свободы и вам. Да, спасибо вам, всего доброго и пока.